Всем привет! Сегодня будет упражнение с довольно распространенной проблемой, которая называется акне или в простонародье называемая прыщами. Прошу у тебя несколько минут твоего времени. Делай это упражнение в тишине, чтобы тебя никто не отвлекал. И желательно досмотреть этот эфир до конца и завершить какой-то конфликт, который выйдет у тебя сейчас во время проработки. Просто посмотри в зеркало. Что ты там видишь? Ты там себе нравишься? Нравится ли тебе твоя кожа? Лицо? Тело? Хочется ли там что-то поменять? И если ты недоволен своим отражением в зеркале, то давай возьмем ту часть тела, которую видят абсолютно все. Это твое лицо. Доволен ли ты состоянием кожи? И если у тебя есть такая проблема на коже, как прыщи, различные высыпания, то, скорее всего, они связаны с тем, что твоя визитная карточка, твое лицо было когда-то опозорено. Конечно, многие врачи и дерматологи со мной поспорят, что там есть внутренние причины, питание, внешние. Согласна. Да, физика, конечно, тоже важна. Но почему даже при устранении каких-то физических причин тебя продолжает высыпать снова и снова? Скорее всего, это твой внутренний конфликт, где ты потерял свое лицо. Возможно, это не самые приятные воспоминания. А может быть, это случилось, и ты просто забыл этот случай. Но прямо сейчас, если у тебя пришла картинка, того момента, где ты потерял свое лицо, где ты почувствовал себя опозоренным, где ты захотел, чтобы тебя там не было, то вспомни этот момент. Что там происходило? Какое чувство оно дало у тебя в теле? Как твое тело среагировало на этот момент?
Да. Может, у кого-то что-то сжалось внутри, может быть, что-то где-то зачесалось. Ну, твое тело может дать абсолютно разную реакцию на эту ситуацию. Эта ситуация могла быть впоследствии оказаться приятной. И даже какой-то невинный розыгрыш мог впоследствии оказаться тем самым запускающим событием, которое сейчас постоянно выступает на твоем теле. Да, каждый из вас вспомнил такое событие. Что ты тогда хотел сделать, но не смог? Может быть, ты хотел выступить, но облажался. Может быть, ты хотел сделать признание, но там девушка или парень тебя обесценили, посмеялись. Может быть, кто-то тебя поцеловал, и ты в тот момент настолько тебе было противно, что ты хотела провалиться и не быть в этом моменте. Угу. И что такое позор? Как ты думаешь, что такое позор, по-твоему? Возможно, что-то пошло не так. Не так, как ты хотел бы. И ты до сих пор обвиняешь себя в этом. Если б я тогда лучше подготовился, или надо было попросить там того человека, или я же знал, что у меня не получается, зачем я это сделал, или не надо было идти одной гулять там с этим мальчиком. Ну, что он позволил себе такие вольности. Позор, простыми словами, я бы, наверное, сказала, что это такое состояние, где ты себя винишь за то, что ты не оправдал своих и чужих каких-то ожиданий. А теперь у меня к тебе вопрос. Этот позор хорошо помнишь ты. А помнят ли о нем другие? Да, кажется, что весь мир о нем знает, и все об этом помнят. А на самом деле? Возможно, этот поцелуй, ну, там, или какой-то вот факап, или, твою лажу какую-то. Помнит, может быть, 1 или 2 человека в мире. И то с трудом. Сколько людей позорились при тебе, которых из них ты помнишь до сих пор? И как часто ты рассказываешь эти ситуации, которые ты помнишь?
раз в месяц, раз в год? И с каким состоянием ты рассказываешь эти ситуации, которые ты помнишь, о ком-то или о себе? Скорее всего, посмеяться, правда? Потому что некоторые факапы в основном они курьезные, смешные. Но вместо того, чтобы посмеяться над этой ситуацией, ты возводишь ее на пьедестал и делаешь страхом, делаешь виной, делаешь чем-то особым и большим в твоей жизни. А хотя по факту никому это не интересно. Если ты начнешь об этом рассказывать кому-то, кто был в той ситуации или кто помнит об этом, и скажешь, какие последствия были у тебя после этой ситуации, то есть после той ситуации я решил никогда не петь, или после той ситуации я больше никогда не признаюсь мальчикам, девочкам в своих чувствах. После той ситуации я навсегда обещал себе, что никогда не буду делать то-то и то-то. Или наоборот, всегда буду делать то-то и то-то. Например, я всегда буду готовиться заранее. Я всегда буду доверять только таким-то специалистам. Я всегда буду стараться все просчитывать. И представь, что одна малюсенькая ситуация уже изменила течение всей твоей жизни, а о ней никто не помнит, а ты считаешь, что это был позор. Как в теле? Начала потихоньку отпускать? Как я уже говорила, позор – это какое-то несоответствие чужим и своим ожиданиям. Например, я думала, что я красиво спою на сцене. Я вышла, у меня сел голос от стресса или что-то я забыла слова, я начала заикаться, не дотянула нужные ноты, моменты, да. И я считаю, что все, конец, я опозорилась. Я не соответствовала своей картинке в голове и якобы картинке людей, всего зала, который там присутствовал. На самом деле твое выступление было важно всего лишь некоторой кучке людей. Может быть, даже таких людей именно в тот момент, в том зале или в той ситуации не было. А ты продолжаешь себя за это винить. Твое лицо портится. И тем самым ты своей визитной карточкой говоришь людям: я опозоренный. Я когда-то сделал ошибку. Ты носишь это клеймо у себя на лице. Готова от этого избавиться? Отлично. Зайди снова в эту ситуацию, вспомни ее. Подойди к себе
ну, маленькой, юной или помоложе, потому что, скорее всего, эта ситуация случилась давно, правда? Подойди к себе маленькой и спаси себя оттуда. Обними, забери себя в какое-то безопасное место. Успокой. Скажи, что ты рядом. Скажи, что то, что она сейчас чувствует, нормально. Дай ей проплакаться или там прокричаться, что ей надо. И скажи, что самая ее большая поддержка — это ты. Когда-то эта маленькая или юная девочка, ну или мальчик, кто смотрит этот эфир, ждали, что появится какой-то большой взрослый человек, который решит эту ситуацию, который отстоит права, которая всем покажет и докажет, и всех козлов там побьет нафиг. Так вот, этот взрослый сейчас ты. И у твоего внутреннего ребенка, ну или юноши, девушки, уже есть крутая поддержка. Скажи, какая она молодец, что выдержала эту ситуацию. Скажи, что ты гордишься ею. Скажи, что она сделала в этой ситуации все, что могла. Да. Она молодец. Отлично. А теперь возьми эту маленькую девочку, снова вернись в ту ситуацию, где возник этот конфликт. И позволь, стой рядом с ней, и пусть эта маленькая девочка скажет людям, что она чувствует. Что ей больно, обидно или неприятно, что ей страшно, что она боится, что она волнуется, что она не знает, как поступить. Позволь ей выразить чувства. Молодец. Да, ты рядом с ней, у нее теперь есть на это силы. Умничка. Отлично. Как тело? Что изменилось? Что ты поняла после этого эфира? Жду ваши репосты, лайки и, конечно же, инсайты. Пусть как можно больше людей благодаря этому видео избавится от каких-то своих проблем. Горжусь тобой. Люблю, целую. Пока.